А знаете ли вы, что у якутского слова сюльюкюн есть китайские параллели со словом суй-луй-хуан, то есть владыка водяных драконов, как считается, пришедший через древнеуйгурское понятие сук-лу-хуан, значащее водяной дух. Это же понятие перешло и к русским в форме шу-ли-кун во времена Золотой Орды. Помимо драконов, их главный управляющий в китайской мифологии заведовал реками, морями и облаками. Во времена засухи необходимо было умилостивить Шуль-Лунг-Хуана. Для этого в реку бросали различные подарки и даже приносили в жертву живых девушек. А якутские сюльюкюны считаются менее кровожадными, и жертвы им не нужно приносить. Но от подарков они не откажутся. Видимо, поэтому святочные колядки трансформировались у нас в нечто иное сюльюкюнами. Также известно, что они очень любят играть в карты, могут играть и с людьми, но выигранные сюльюкюнов деньги впоследствии растают как лед. В старину о тех, кто быстро и непонятно каким образом разбогател, говорили, что озолотился за счет сюльюкюнов. Об одном из способов упоминается в пьесе Николая Денисовича Неустроева «Злой дух». Там парень, чтобы жениться на своей возлюбленной, пользуется суеверностью будущего тестя и крадет все его сбережения. Но кроме золота, наши водяные известны как предсказатели судеб. Причем гадание с помощью них считается как самым опасным, так и самым эффективным. Желающему узнать свою судьбу необходимо облачиться в конскую шкуру, сесть около проруби и ждать ночи. В какое-то время они наконец появляются и начинают обсуждать между собой коня, который стоит у проруби. Могут говорить о болезнях, жеребятах, работе и так далее. Главное – внимательно слушать. Но есть одна деталь: при разговоре сюльюкюны могут периодически бить коня. Очень важно не вскрикнуть. Если они догадаются, что это сидит человек, есть вероятность, что они нашлют несчастье на всю оставшуюся жизнь. Также стоит отметить, что раньше по вполне объективным причинам в первые месяцы года смертность среди населения увеличивалась. Но это считалось проделками и кознями сюльюкюна. Чтобы не попасть в список мертвых, наши предки в святочные дни вели себя осторожно, старались без особой надобности не выходить на улицу, не смотреть через окно и обязательно держали места для водопоя скота в порядке.